Всем привет! Долго думал, снимать это видео, не снимать видео. В общем, купил в этом году вот такую тачку. Так-то, конечно, я сторонник японских автомобилей. Какие у меня два японских автомобиля было, там внизу посмотрите, ссылочки будут, прикреплю. Конечно, почему я взял этот автомобиль, да, а не именно японский, это уже будет в каких-нибудь следующих других сериях. Расскажу. Но на этот момент вот взял такой Логан, он 2010 года. Вот. Ну, в принципе, за те деньги, что я его взял, японского нормального я бы точно ничего не прихватил. Так что я надеюсь, что это у меня временно, а будут у меня еще и японские тачки, и японские тачки, и еще раз японские тачки. А может быть и не только японские, так что никогда не говори никогда. Этот вариант единственный для меня был, что я нашел в таком состоянии, в каком я его нашел. Были моменты, я заказывал в других городах, в соседних регионах автоподборы. Там дело доходило только осмотра внешки. Хотя предварительно созванивался с человеком. Говорил, что сейчас приедет автоподборщик, будет ходить там со всеми инструментами, со всеми своими, как говорится, навыками и своим опытом. Покупать. Продавец говорил, что все окей. Там, ну, говорит, тут маленький подкрас, ну и тут надо подшивание, все. В итоге там тачки были полностью перекрашены, закрашены, ну ладно. В итоге решил я сам найти, посмотреть, поискать, посмотрел, как эти люди делают. Взял толщиномер даже в аренду, пробежался, посмотрел. Ну, там, конечно же, попробивал, как смог. Все просмотрел. Но единственное, что я не проверил, это номер двигателя. И вот, в общем, получилось так, что взял их вообще у перекупов. Взял у перекупов. Ну, потому что там есть такая история. Люди, когда в трейд-ин меняют тачки в салоне, салон у них забирает там по наименьшей цене. И автосалон даже сам скидывает перекупом автомобили. Вот, и, ну, это мой косяк, я, ну, вроде бы как все проверил, документы, там, двигатель, номер кузова, ну, вроде бы все, и по документам все нормально, но номер двигателя не сверил. А тут, оказывается, такая загвоздка вот на именно вот Рено, ну, не только Рено, но вот я уже когда столкнулся, и потом мне даже сказали, там, не в самом ГАИ, а там, ну, около ГАИ обычно бывают люди, которые там оформляют документы, чтобы ты не парился, там, сидел 2 часа заполнением, занимался. Люди за 100 рублей, там, 200, сколько, ну, не помню уже. Тебе заполняют все документы, и мне спросили же, конечно, про номер двигателя. Ты, говорит, номер двигателя сверил? Я говорю, нет, а что? А на Логана, говорит, это самое, это, говорит, болезнь, там, говорит, номер двигателя сгнил. А я-то и не знаю даже, где он находится. Блин, что делать? Поехал на техосмотр. Ну, там такая же ситуация. Человек, который проводил осмотр мне, номер двигателя, он мне показал, где он находится, а его там нету. От слова совсем. Ни одной цифры, ни одной буквы, никакой палочки, там, шорточки, жердочки, ничего вообще не видно. И тут я, короче, в панике. Я купил 31 числа. Поехал ставить 6 числа следующего месяца. Получается, через неделю. Мне, конечно, еще был момент, говорили, что бывают сотрудники, которые как бы закрывают на это глаза, потому что эти тачки уже, ну, как бы такие ненародные, как бы, ну, не знаю, может быть, в нашем городе не угоняем, не то, чтобы угоняем, не перебиваемые, вроде как не перебивают, и некоторые сотрудники там закрывают глаза на это, что номер заржавел, как бы, ну, видно, что там никто не лазил, ничего не колотил, ну, и как бы ставят на учет. Но это был не мой случай. Сотрудник у меня сверил, номера нету, и отправляют меня на экспертизу. А прежде, вот, когда за день, наверное, я проходил техосмотр, у меня еще человек спросил, говорит, где, говорит, покупал ее? Говорит, ну, здесь или где-то в другом регионе? Я говорю, здесь. Ну, говорит, хорошо, что здесь. А то люди, говорят, пригонят там за 2000, за 1000, по 500 километров автомобиль. Ни конца, ни края, в общем. Номер не читается и, в общем, там залипают по полной. Благо, у меня, конечно, были все документы. Я знал даже, где хозяин настоящий живет. Пробил благодаря интернету, конечно.
Вот. Ну, в общем, отправили меня на экспертизу. Ну, экспертизу как меня отправили? Взяли у меня копии документов всех различных, да, там, ну, то, что, в принципе, прилагаются сотруднику, когда ставишь на учет. Просто нужно было копии снять, там, получается, одна там в ГАИ остается, еще одна партия документов едет на экспертизу. В общем, забрали у меня документы, все, и поставили в этом заявлении, которое, где пишется, что, ну, на учет ставишь. Там поставили этот, ну, там не печать, а от руки он написал, подпись свою поставил, номер не читается, отправлен на экспертизу. Все, и как бы, ну, оригинал документов у меня остались. Ну, как бы, можно ездить. Ну, я ездил, как бы, и даже меня остановили один раз инспектора, и, ну, они даже особо на это не смотрели. Ну, я сказал, что вот у меня машина на учете еще не стоит, как бы, ну, номера были, все нормально, страховка была, написано, что, ну, отправили на экспертизу. Ну, они как бы даже это не вникали, проверили просто документы, страховку, как бы, и все. А когда отправляли на экспертизу, да, сотрудник мне сказал, жди, в течение недели тебе позвонят. Жду неделю. Ну, неделя это 7 дней для меня. 7 дней проходит, ну, никто мне не звонит, никто не пишет. 8-й день проходит, никто не звонит, не пишет. Я на панике. Вроде деньги отдал, тачку купил, ну, не на мне, по воздухе зависло, что ли, как. Прошло в итоге 10 дней. Через 10 дней позвонили. Получается что? Получается, ГАИ отправили в этот весь пакет документов в УВД само. УВД там составляет бумаги и дает направление на экспертизу. Ну, как бы такая вот система у них. Приехал в УВД, тоже такая заморочка, я не знаю, я как будто первый, что ли, хотя я на самом деле не первый там был. Приехал в УВД, я говорю, мне так и так позвонили, сказали, там это, ну, нужно там направление забрать. Там сотрудник, который сидит на входе, он не знает. Ну, там хорошо, он там связался по телефону, сказал, подожди, говорит, я не знаю, сейчас придут, расскажут, объяснят, покажут. Ну, спустилась девушка, отдала мне направление вот это. Получается, день недели был понедельник. И еще, что мне повезло, как раз вот в понедельник я, наверное, до обеда, в обед, наверное, ну, первый половину дня, наверное, я приехал. И вот именно экспертиза в нашем городе, она работает только по понедельникам. Я сразу туда полетел, режим работы как раз и попадал. Приезжаю туда на экспертизу, а там стоит уже машины, 3 машины в очереди стоят на экспертизу. Из этих 3 2 Логан, ой, 2 Рено. У них тоже номер двигателя. Думаю, ладно, сам с одним поспрашивал, он говорит, это у них болезнь, я, говорит, уже не в первый раз здесь. Ну, как бы, хорошо меня обнадеживают, там некоторые люди поддерживают, да, говорят, типа, не переживай. Я, ну, как бы, все равно, как бы, сомнения какие-то есть все равно в голове. Тараканы сидят, мало ли чего, кого. И, а что и? Ну, в общем, дождался, если в очереди, поднимаю капот. Ну, и там сотрудник экспертизы, ну, смотрит. Ну, у меня там, я говорю, совсем ноль. Я вот покажу видео, да. Вот номер двигателя у меня вот здесь вот. Вот я пальцем, вот эта площадочка вот здесь вот. Но тут должна еще стоять защита, коллектора такая, да, типа тепловая защита, но у меня ее не было. А вот тут даже видно, площадка такая вся ржавая, там вообще, я еще фотографию, может, приложу, там вообще никакого номера нету, ну, полностью все заржавело. У меня 8-клапанный мотор, 1.6. Ну и, в общем, сотрудник там, который вот начал производить осмотр номера, такой, ну, молодой парень был, видно, там у него какой-то наставник есть, ходит, он как бы своими там делами занимался. Это все, чем-то какими-то у них тоже, ну что, обычную бумажку, еще расскажу историю тоже такую. Я же прежде чем поехал на экспертизу все это, я в интернет залез, посмотрел там на ютубе кучу роликов, кто чем это чистит, кто как там обрабатывает, там трет, жгет, там что только не делают. Короче, фигня это все, ничего не делайте, потому что, возможно, только ухудшите положение. Я пока там стоял тоже около гаража, мне там мужичок мимо проезжал на это, тоже на Логане, только уже, ну, в новом кузове. Он даже остановился. Что ты, говорит, там делаешь? Вроде Рено не ломаются. Ну, хочу сказать, что нет тачек, которые не ломаются. Ну и про номер, а он так, у меня, говорит, вроде все нормально, но что-то у него капот подняли, но у него там уже была табличка. Вот тут выбита просто, такая точечная выбитка, посмотрел в интернете. А у него уже табличка, у него там как бы, ну видно, что табличка есть. У него там все закрыто было, ну ладно. Потом другой мужичок тоже из гаража пришел, такой, у него Ларгус. Он говорит, я тоже не знаю, у меня, говорит, вроде там все нормально. Он даже не знает, где номер там у него находится. В общем, поставил на учет, говорит, ставил, нормально все было. Он мне вынес города наждачку, это что, ржавчину на сверх такую
слой ржавчины был. Я там сначала съездил, всякие антиржавчины купил, там соду, шмоду, что только, щетки, там зубные специальные, там посудные, что только не купил. Там такая атрибутика была. И это, ничего не помогло. Этот мне еще наждачку вынес, такую маленькую, налевочку, наверное. Такой потер. Хорошо, мы там много не терли, потому что, ну, бесполезно. Я посмотрел, что это бесполезно. Не стал дальше ничего тереть. Вот. Вот. И потом тоже, когда приехал на экспертизу сотрудник, ну, тоже я какими там, я не знаю, он какой-то химозой там это все обрабатывал. Тоже тер, потому что у него там аж глаза резал, он без всяких очков, без всяких этих, ну, защитных этих средств индивидуальной защиты, не знаю, он там отворачивал, у него там глаза слезили, с чем он там натирал, я не знаю. В общем, у него там ничего не получалось смотреть, он позвал уже этого наставника своего. Тот, ну, говорит, смотри, главное, чтобы не было там химических всяких, абразивных там этих воздействий, там химических, еще термических там и т.д. и т.п. Ну и, в общем, все, и этот. Как бы, ну, он посмотрел, ничего не сказал, все, говорит, ждите, говорит, вам позвонят. Или письмо придет, как-то мне сказал уже. А, письмо, должно письмо прийти. Не помню, то ли письмо прийти, то ли позвонить, что-то такое. Уже прошло месяца 3-4. В течение недели. Я говорю, если в течение недели ничего не придет, ну, типа, езжайте в ГАИ. Ну, я говорю, ну, хорошо. Тоже как у нас в России, да, неделя прошла. Ну, все сроки, да, это я вам скажу, это у нас в городе, у нас город маленький. Потому что, ну, допустим, в крупных городах это может быть затянуться там намного дольше. И там нету, давали неделю, там 10 дней, там все, да, вот такие небольшие сроки. А, допустим, в крупных городах, я думаю, что, возможно, это и растянется там, может, не один месяц. Вот. Ну и прошла неделя тоже, как, да, после экспертизы. Опять мне никто ничего не позвонил, ничего не пришло. И как бы поехал уже сам в ГАИ. Обратился, сказали, ну, там проверили, пробили. Нет, говорит, ничего не было. Взял у них номер телефона, думаю, что постоянно не ездит в ГАИ. Думаю, говорю, давайте я буду звонить, уточнять, потому что, ну, мало ли что, может, где-то, ну, должно было письмо, конечно, прийти, с ней сказали. Но письма не было, я говорю, ну, буду звонить, потому что им должно, я так понял, письмо в ГАИ прийти, и мне должно письмо прийти. Ну, что, допустим, о решении, что мне делать, и им то же самое. И, в общем, я названивал там, я не знаю, и прошло. 6-го я пытался поставить на учет, не получилось. 16-го я обратился вот на экспертизу, и получается только 26-го, 25, да, постановление было 25-го, 26-го только этот, я так понял, бумаги были отправлены в ГАИ. Вот. Но мне они пришли намного позже, чем в ГАИ. Ну и, в общем, что там, этот самое... Пришла вот такая бумажка, что сообщаем, что вам по материалу проверки зарегистрированы тогда-то. По факту нечитаемого номера двигателя проведена проверка фактов преступления не выявлено. Принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. И ниже сразу следующий абзац такой смешной. Данное решение вы имеете право обжаловать в прокуратуре либо суде. Ну, получается, я не согласен, да, вот что они отказали в возбуждении уголовного дела, я еще могу обжаловать, типа, да, возбудить этим уголовное дело. Ну, вообще, не знаю, как-то все интересно. Ну и все, и вот потом такую бумажку дали. Вот постановление такое было, что на основании справки тут, ну ладно, после чистки маркировочной площадки блока цилиндров двигателя от эксплуатационных загрязнений и окислов металла установлено, что в результате сильного изменения фактуры рабочей поверхности маркировочной площадки, вызванного воздействием процессов коррозии, знаки маркировки двигателя не просматриваются, не читаются. Следов внешнего воздействия слесарным или абразивным инструментом, которые могли быть образованы при срезании слоя металла с рабочей поверхности маркировочной площадки при попытке уничтожения маркировки, не обнаружено. Ну и вот как бы все. И вот такая бумажка приходит она в ГАИ, постановила так возбуждение отказать и копию постановления направить в ГИБДД. Вот и все. Ну и потом с этими бумажками, конечно, опять повторно заезжаешь на осмотр. И скажу, что все нормально, все благополучно. И в ПТСке, в самой ПТСке поставили печать, что номер уничтожен коррозией. Я приложу эту фотографию обязательно. Ну и теперь вы понимаете, да, что номера двигателя у меня нету. Есть только номер кузова. Номера двигателя нет. Все нормально, документы в порядке. И это такой огромный совет будущим владельцам, кто будет покупать вот такой автомобиль Renault. Смотрите номер двигателя. Это болезнь, потому что я потом уже с кем только не сталкивался. Как-то заезжал тоже на СТО, там человек раньше работал где-то там, ну, в общем, они чисто Renault обслуживали, таксистные машины там, говорит.
И он мне тоже сказал, ты чё, говорит, так это там, говорит, каждый Логан такой, там, говорит, ну, он мне, в принципе, даже сразу как сказал, как весь алгоритм как будет, так оно и получилось. Вот, просто вот на все про все у меня ушел почти месяц, 2 дня. Ну, это нормально, что, ну, месяц получался, я ездил так. Ну, документы были, страховка была, все нормально. Вот. Обзор на этот автомобиль я, конечно, сниму попозже. На какие моменты я обращал внимание, потому что то, что я смотрел, у меня был опыт вождения и на таком, только мотор был 1.4, и там новый кузов. Ну и там пробеги, конечно, были по 400 тысяч, на этой поменьше. Вот, пока все устраивает. Вот. И если хотите увидеть обзор на этот автомобиль, будет более подробный, там обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Ниже я там прикреплю ссылочки тоже, посмотрите, у меня там есть обзор японского автомобиля, 1-2, я не помню. На первый обзор у меня не было, когда у меня был первый японский. Тогда у меня еще не было, не знаю чего, не было у меня нормального фотоаппарата снимать на видео. На простую мыльницу снимал, и то, когда его продавал. Ну вот, а так все нормально, все чики-пуки, все ездим. Поэтому подписывайтесь, будет обзор. Кто покупает автомобиль Рено или не только Рено, обязательно сверяйте номер двигателя, номер кузова, чтобы все было чин-чинарем. Все, пока.